чекає в'яз. То що откиде? Жечкана дурумой вала, дічмур соли, що доз юрте. Ликтики помітат пуни, соєно маял ти калє. Киден фунет, що ти не. Золокіншем ти сакалє. Шакши муртулино кудир'я. Киде то що то скиса. Лачі звуки дир'я, нічого скізе та укарса. Но кузлякічки боже, дічмурт борди, кишкан, юнме. Киде кучкуно, що тиши, дічбура, мона, що тичко, кіме. Мы познакомились с ним еще, когда он в Глазове работал, Флор. Вот. Он прислал свои стихи сначала в издательство. Ермолаев их прочитал, стал мне переводить и говорит: вот ты представляешь, наконец-то, настоящий талант уже виден в первых стихах. Вырастет до гения, он тогда сказал. Ну, дружба ведь вот все-таки была в основном у этих двух мужчин. Вот поэт и критик Флора Васильева и Алексея Ермолаева. А я была просто при этой дружбе. Любовь к слову, творчеству закрепила молодого человека в журналистике. В декабре 1959 года Флор Васильев становится заместителем редактора Глазовской районной газеты «Ленинский путь». А в 1961-м в Удмуртском книжном издательстве была издана первая книга с его стихами «Ворекелу кижелиоз. Сияют звезды». Однажды Флор Васильев прочитал сообщение о литературном конкурсе. Он был объявлен в честь юбилея комсомола Удмуртии. В тот же вечер на кухне состоялось обсуждение этой новости. «А знаешь, Ванча, я тоже отправляю стихи на этот конкурс», – заявил Флор. И, подумав, шутливо закончил: «И, конечно, получу премию». Фая тогда посмеялась над ним, а потом еще не раз передразнивала: «Где же твоя премия, товарищ лауреат? А то деньги кончаются». Флор отбивался строчками своих стихов. «Мне ли сулить красоты райской жизни, когда пусты мои карманы и за душой одна любовь?» Лауреатом он и в самом деле стал. И в том конкурсе, и позже, когда ему была присуждена премия комсомола Удмуртии, а посмертно государственная премия Удмуртской автономной союзной социалистической республики. Это был какой-то период расцвета, вот дарования этого удивительного, уникального, неповторимого по-своему поэта, которого можно назвать и удмуртским Есениным, и больше того, сейчас, вот, обозревая путь развития нашей литературы, можно назвать его и удмуртским Пушкиным. Вы посмотрите, какие имена входят в число его переводчиков. Солоухин, Щипачев, Анатолий Жигулин, Эдуард Балашов, Олег Поскребышев, понимаете, Алексей Марков, это Татьяна Кузовлева и так далее. Это очень известные поэты. 1963 год. Флор Васильев переезжает в Ижевск. Ему предлагают место заместителя редактора, а затем редактора республиканской газеты «Комсомолец Удмуртии». Его уже назначили редактором «Комсомольца Удмуртии», но квартиру еще не дали. Фаина с Сергеем оставались в Глазове, а он здесь, значит, обитал, ждал квартиру. А мы работали-то в одном доме печати. Вот вечером идем. Ну, так перекусим слегка, и он обязательно шел ночевать в свой кабинет. Мы его уговаривали остаться, у нас раскладушек было в запасе несколько. Вот не хотел, потому что Фаине обещал, что будет ночевать только в кабинете. Может, в шутку, может, всерьез, но слово держал, однако.
Новый 1964 год переломный в судьбе поэта. Встречали его шумно и весело, все казалось бы хорошо, но в хозяйке чувствовалась перемена. Супруга Флора Васильева заболела. Однажды он пришел на работу и сказал, что состояние здоровья супруги ухудшилось. В тот же день, вернувшись с обеда, он принес живые цветы. И это в морозный зимний день. Затем еще несколько раз в течение зимы он приносил живые цветы, предназначенные для жены. Все это было страшно неожиданно, вот ее уход из жизни. Невероятно, просто не думали, не ожидали, да, вдруг вот так рак проявляется. Помню, когда приезжал я к ним последний раз, когда она была жива. Мы зашли с Флором, они жили по Труда, сейчас по Ленина. Улица, да? Это 60-й дом, вот, свечек. Она уже болела. Вот, мы сидели, и она помнит до сих пор и голос, и вопросы. Называла она его Флорка. Флорка, а слушай, вот скоро весна, мы поедем куда-нибудь, где потеплее. Он говорит, вот ты быстрее вызови, мы обязательно поедем. В феврале Флор Васильев поехал в Москву. Союз писателей ОССР рекомендовал принять удмуртского поэта в ряды Союза писателей РСФСР. Голосование было единогласным. Все «за». Через 2 месяца Флор Васильев снова поехал в Москву. Повез в больницу супругу. Там в мае 1964 года Фаина Филипповна умерла. Несли ее без музыки. Так решила она сама. Наслушалась похоронных маршей в больнице. Он настолько самоотверженным был. Вот зная, что ее спасти нельзя, он повез ее в Москву, чтобы она поверила, что ее спасут, что она вылечится. А там она перед смертью просила, ей земляники захотелось. И ведь вот он достал через ЦК комсомола, ну как-то вот достал, да, вот изо всех сил. То есть все делал, чтобы облегчить ей жизнь, последние дни, чтобы она поверила, что она все-таки будет жить. Вот так получилось. А привез в гробу. Не знаю, вот, знаете, до сих пор мороз по коже. То есть это не уходит. Вот не уходит эта боль, эта беда. Сайкыт шумпотон дорыштым, тунне малыкен учальчиз. Лысшын катпегдис коркаштым, путюнос келти тачы. Ой, боже, соездорым, теройн пиепыктым, улос кайтатын куноым, пырамы шасок дырлым. Шамы засыче килтыро, яке мона, ачи маянгыш, вытме кайгулы атыром, шутбурна башкиски татыш. Кайгу, сопырос шумпоца, солен камары знавал, щутем пунылы, соукша кужмыз, но солен лек щильдал. Кыжо меда улоном, сайкыт шутбурез божеса. Кинлеш юано верано адем карыны тыршыса.
Acem karısa murtiyosleş. Şudono loda kuke. Юанно юанлеш. Куке валектоза кинке. Сборники «Тон Щарыщ», «О тебе», «Ношик Тон Щарыщ», «Снова о тебе», большой цикл «Именем твоим» Фаине в первой книге стихов на русском языке «Лирика» были посвящены любимой женщине. Он же обаятельный очень был. За ним женщины бегали по пятам, так уж вообще-то говоря. Ну, даже не потому, что он был очень красив. Ну, наверное, вот потому, что был стремительный, порывистый, легкий на подъем. Вот. И талант этот проявлялся вот во всем его облике. Вот. Но, во всяком случае, он очень обаятельным был внешне. Вот он говорил, что легко найти жену, но трудно найти мать для сына. Прошло 4 года после смерти супруги. Флор Васильев снова женится. Я вновь нашел свою Фаину. Она ее копия. Люблю. Жизнь продолжается, признавался он близким друзьям. Это была двоюродная сестра Фаины Филипповны, Эмилия Сергеевна. Я помню только, вот, конечно, Эмилию Сергеевну, но это само спокойствие, само доброта. Это они были, наверное, такой парой, что дополняли друг друга. Вокруг Эмилии Сергеевны всегда такой, буквально, ну, она заряжала всех спокойствием. А Флор Иванович, он, конечно, заряжал энергией. Вот так вот было. В доме Васильевых снова слышен смех, звучат детские голоса. Флора Васильева радует еще 2 сына – солнечно-рыжие мальчики Андрей и Миша. Мы все лето в деревне проводили, в Бердышах. То есть наша семья и семья Флоры Ивановича проводили месяца 2. Это каждое лето. Вот. Помню походы за грибами, ну в основном за земляникой. Конечно, земляника это была для нас ягода номер 1, потому что дядя Флор говорил, каждой ягодке нужно поклониться, собрать, чтобы малину можно ведрами собирать, а земляника это вот мог разговаривать даже с деревьями, как-то вот с лесом. Я сам помню, что вот он, если выходит на природу, у него все это, у него радость, он может обнять любое дерево, как-то вот переполняло его радостью. Это надо было видеть. Мне кажется, вот как вот для Пушкина там было Болдина, для него это даже больше было, потому что там речка вот эта моя, что-то там Шамашур, Безум, эти все леса, для него это было, это сама жизнь для него была. В начале 70-х годов на Флора Васильева поступает донос. Его обвинили в гердовщине. Доносчик пишет: Герд вообще недостоин похвалы. Как недостоин этого пока и молодой поэт Флор Васильев. Большое терпение нужно иметь, чтобы прочесть огромное количество однотонных стихов Васильева. Непонятно почему изданы 5 сборников с богоутверждающими стихами. Доносчика не устраивало то, что в стихах у Флора Васильева от горя и боли ревут цветы, колосья. Не понравилась ему и мысль о том, что человек должен стремиться быть солнцем для кого-либо, если не для родины, то для своей деревни или сына.
Донос обсуждался на общем собрании писателей Удмуртии. Со словами защиты выступили Михаил Лямин, Олег Поскребышев, Алексей Ермолаев, Даниил Яшин. Сам доносчик на собрании не явился. Решение Союза писателей было однозначным. Письмо является клеветническим. Ну, на самом деле, вот в современном смысле слова это на доноса даже не тянет. Такое мерзопакостное письмо. Ну, сейчас бы никто даже внимания не обратил. Ну, таких сейчас полным-полно. Но тогда, в то время, там, любая такая жалоба, донос, она же рассматривалась там на райкоме, там, на бюро обкома, там, в общем, в партийных органах, там, на работе. Короче говоря, там последствия это могли иметь достаточно неприятные. Он тяжело переживал это. Тяжело, он не показывал вида. Это когда вышла одна из очередных книг, то ли «Черемуха» вышла, или «Минуты» в Москве. Здесь было обсуждение. И здесь просто были высказаны очень серьезные упреки в адрес Флоры Васильева, что его поэзия потому так воспринимается, потому так высоко, так сказать, оценивается, потому что ее делают переводчики. Тогда он, чтобы ответить на это, стал писать по-русски. И вот в одном из сборников, единственное, там есть 5 стихотворений, написанных на русском языке. Им. Он показал, что он может быть двуязычным поэтом. Очень много зависти было у него в жизни. Нельзя этого скрывать, это надо признать. Завидовали очень. Но потому что имя уже стало всесоюзное. Он уже вышел за рамки Удмуртии. Вот. Эта зависть, наверное, мешала. Но он как-то умел держаться. Муртлен худику, ачи душот. Вож яшконде, энуны ягодят. Аслы дачит, эну чатон токма вищон. Касуш, шут бурузваю луна. Лушкам шуденно кадяке утмын. Кушман мертит кетон, кушман потос. Дунне вылын. Ваньмыз гердяшкемы, асла душет, аслыник берецкос. Луй, двищеке малыке, аслы душет пишкинки. Шум дыношет шитаджишки. Уткалышки кырджам ёсты. Уйжомыса калтыртышко. Удвалашкын марлыштынды. Лулес, маину буйгату. Соекинки медатуде. Характеристика на Флора Васильева, представленная членами обкома КПСС в 1975 году. Товарищем Васильевым Флором Ивановичем написано более 10 книг стихов. Их высоко оценила республиканская и центральная пресса. Стихи Флора Васильева неоднократно печатались в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Литературная газета», а также в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Знамя», «Юность», «Молодая гвардия», «Огонек», «Смена», «Нева», «Урал». Некоторые из его стихов переведены на болгарский, венгерский, украинский, латышский, татарский, чувашский, якутский, коми и ряд других языков народов СССР. Флор Васильев продолжал писать. Хотя для стихов времени оставалось очень мало, напряженная разноплановая работа высасывала все силы. После 6 лет работы в газете «Комсомолец Удмуртии» он переходит в редакцию республиканской газеты «Советская Удмуртия». Его утверждают заместителем главного редактора. В 1975 году Флор Васильев был избран депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР. В этом же году возглавил правление Союза писателей Удмуртии. Одновременно был редактором общественно-политического и литературно-художественного журнала «Молот». И он сам-то был, как ветер, порывистый, стремительный. Вот летит по городу, у него же машин не было никогда, и впереди вот портфель летит, набитый рукописями, своими чужими идеями, мыслями. Вот. И при этом его останавливают без конца
знакомый. То выступить надо где-то, то помочь. И чем дальше, тем больше он там работал, пока не уработался, что называется. Я сначала попытался обвинять КПСС в том, что его там загнобили, ну что, в конце концов, заездили человека. А потом сам понял, что по большому-то счету у него просто натура была очень деятельная. И, конечно, он брал нагрузки такие на пределе уже возможно, особенно последний год, наверное, фактически год, который он на всех парах шел к гибели. Не в такой форме, так в другой какой-то. Просто сам себя загонял вот в этой работе. Но это вот подорвало его силы как раз. Тогда у него начались, видимо, какие-то проблемы с сердцем. И, видимо, было прединфарктное состояние. Может быть, даже микроинфаркты уже были. Медулом волшотем улонлен кумажас. Куспити меда словал нам шуресе. Кудряно жужем лымызе на пажа. Кудря сижел пажно шоте шунуце. Улонлеш табере велашкони шумзе. Пилемьос новорсконо ушоно инмы. Улонден мон Айлеште кайтрос уродзе, нужданак, дичиш уж йосы кельтемын. Мон кылемулон мено кайнылыр чынсал. Леште сал навылды коняке, но дечсе, тал бере зыркы тал, кать капчи, пельяса учасал, бір юсал мон таза тыш йосы. Кин тоде, кыдёкына пумы зулонлы. Сушерыш малпашкем ног потали. Но шуресыш яшкем не гордланин висен. Наступил июнь 1978 года. В Удмуртии прошли Дни советской литературы. В республику приезжали маститые писатели и поэты Советского Союза. Удмуртия их принимала на высшем уровне. После Дней литературы здесь Флор Васильев и обком партии решили, что надо проводить Дни литературы по районам. И вот самый отдаленный Красногорский район, 150 километров. И туда поехало 400 деятелей литературы, искусства, музыки, я уж не знаю, живописи. Там и Карепанов-Камский был, и вот и такие большие и танцевальные коллективы, певческие коллективы. И вот последний день. Вдруг смотрим, машина приехала. Там, значит, Летчикова Валентина Александровна, это она работала в обкоме партии, в отделе агитации и пропаганды. Привезла Флора Ивановича. Мы удивились. Я говорю, зачем? А как же, говорит, я же должен, он говорит, должен же все-таки, так сказать, услышать и даже поучаствовать. Тут появляется Флор. Его не пускают, он садится. Он же был в отпуске тогда. Сел в машину. Зачем? И поехал. Случилась эта беда. Июль 1978 года. Авария на 7-м километре Шурботинского тракта, недалеко от Ижевска. 2 человека погибли на месте. Флор Васильев в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Через день его не стало. Эту пленку еще никто не видел, вообще. Вы первые. Будто бы пишет. Я ему сказал, давай садись. И Пушкин. Давай садись вроде как и работай. Долго смеялся, но сел. Сделал серьезный вид. Напряженный какой. Сделал серьезный вид и стал писать. На каком-то клочке бумаги. А вот Ермолаев. Вот они вечно так вот сидели и спорили, или просто разговаривали о литературе, достаточно так активно.
Вот Ермак, он нарядный такой. Молодой еще. 77-й год. Вот тоже забавный кадр. Вот он предельно уставший был. Да. Он пришел с работы, очень уставший. Я взял, стал снимать. Он прилег на маленький такой диванчик у нас был. Прилег и что-то он обдумывает. Сидит, моргает, обдумывает. Вот, а сейчас будет кукиш. Хорошие кадры такие вот, теплые. Никогда не думал, что что-то останется и выйдет. Столько лет прошло уже. Сколько? Лет 30, наверное, уже. Ну вот и все.